Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на мужчину и узнаем, что он осознал в разлуке с вами. Вы можете загадать как на бывшего, так и на мужчину, который сейчас отсутствует, а может быть в командировке, либо по делам где-то уехал. Загадывайте, настраивайтесь, вспомните мужчину, если есть фотография, посмотрите, назовите его по имени и спросите: милый дорогой, что ты осознал в разлуке со мной? Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую верную и точную информацию. Так, что осознал? Ну, во-первых, он осознал, что был дурак. Дурак, кретин. И не воспользовался тем шансом, какой послала ему судьба. Вы знаете, он сейчас готов локти себе кусать, но до локтя не достанешь. И этот мужчина в сегодняшнем дне очень переживает о том, что было между вами в прошлом, за какие-то свои слова, за какие-то свои поступки, за то, что скрывал, за то, что, зная, что не прав, как-то обвинял вас, либо против вас выступал. Да, может быть, обижал. Вот он в последнее время все чаще это все вспоминает, прокручивает как кинопленку, чувствует себя последней, извините, скотиной. Ну, наверное, так оно и есть. Совесть. Совесть его сейчас душит, прям, знаете, как боксирует им его совесть. Призывает его к ответу, призывает его к тому, чтобы он признал, как он был неправ. И призывает к тому, чтобы он исправлял свои ошибки. Вот чем дольше вы на расстоянии, тем больше у него вот это чувство, порыв, позыв на то, чтобы исправить, либо искупить перед вами свои ошибки. Вы ему снитесь. Вы ему очень часто снитесь. И снятся ему те моменты, где он был неправ. Либо обманул, либо наоборот как-то там, знаете, накричал на вас, что-то такое сделал нехорошее. Вот прям снится. И ему хочется поступить во сне по-другому, а нет, проигрывается одна и та же история. Такая заезженная пластинка. Все он, девочки, понимает и про себя, и про вас, и то, что не ценил, и то, что не уважал, и то, что к вам не прислушивался. Вы знаете, все, что вы ему говорили, все, что вы ему советовали, предлагали, просили о чем, это все отыгралось. Вот как вы ему прогнозировали, ванговали, вот так оно и случилось. А он теперь сидит, репку чешет и думает: ай-яй-яй, а вот если бы я ее послушал. Если б я ее послушал, я бы сейчас имел все и сразу. А я вот такой вот гордый, самоуверенный, типа мужик, да, с остальными яйцами. Где я сейчас? Что у меня в жизни есть? Чего я добился? Главного нет, счастья нет. А счастье-то оно у вас было, рядом с вами. И он, понимаете, вот честно говорю, вот когда был с вами, он вел себя непотребным образом. Совершенно непотребным. Одна сторона — это то, что вы ему позволяли, потому что любили, потому что вы к нему с душой, всегда открытая, всегда приветливая, всегда готовая на компромиссы. И он такой, знаете, балованный сынок, который вот что хочу, то и верчу, как хочу, так и ворочу. А теперь что? Разбитая корыта, осколки жизни. В прошлом катастрофа, и в будущем, да, буря какая-то надвигается. Знаете, вот чем дольше он не с вами, тем больше хочется к вам бежать, каяться, проситься, умолять, выпрашивать, вымаливать ваше прощение. Он очень нуждается в вашей мудрости, в ваших подсказках, в ваших советах, в ваших прекрасных, теплых, заботливых и ласковых ручках. Вот прям вспоминает и все. Вот его любовь к вам, она есть, но она
именно сейчас, в период, когда вы смотрите это видео, она как трансформировалась в любовь ребенка к матери. Понимаете, вы ему сейчас даже не как женщина нужны, любимая там женщина, а как мамочка, заботливая, ласковая и всепрощающая. Вот настолько ему в момент здесь и сейчас очень и очень плохо. Смотрите, девочки, он сейчас чем-то занят таким серьезным, его где-то как на цепи держат. Это может быть работа, да, когда он как раб должен на галерах трудиться. Это может быть какой-то, ну, скажем так, там суд может быть, да, где он к чему-то привязан. Нет у него свободы. Он не может, как птичка, да, порхнуть, куда ему хочется. К чему-то привязан, к какому-то делу, к какому-то обстоятельству. И он бы готов вот в момент здесь и сейчас вот бросить все, там, последние там, копейки потратить, до вас доехать, но не может. Его как бы конкретно держат, да, и крылья у него подрезаны. Ему очень хочется разговора с вами. Я не удивлюсь, если он пытается вам звонить и тут же сбрасывает, понимает, что вы его не примете и не простите. И что он вам скажет? Скажет: ой, извини, я понял, что я был дурачком, я понял, что я был неправ, что я врал, изгалялся, хитрил, мутил, крутил, вел себя неадекватным образом, типа помутнения было. Конечно же, он этого сказать не может. С одной стороны, ну, эти слова — это ничего, а с другой стороны, нужно же что-то делать, нужно же как-то искупаться. У него какое-то неправильное видение, ему вот кажется: были бы у меня деньги, да, и большие деньги, я бы вот пришел, ее бы там деньгами, золотишком, бриллиантами бы и обсыпал, и она бы мне все простила, да, все бы вернулось на круги своя. Глупо так думать, глупо. Обиды, они ведь не проходят от подарков. Нужно действиями искупать свою вину. Вот это еще он не понимает. Знаете, мои хорошие, разница между вами, она всегда была очевидна. Вы, ну вот даже если посмотреть на эту картинку, вы у меня вышли двумя птичками. Вот посмотрите, какая ваша птичка красивая, такая полненькая, вся такая, знаете, вот прям основательная. И он такой, знаете, дохлый воробушек. Вы были всегда такой парой. Вы были сильная, вы были мощная, на вас все держалось. А он такой, знаете, приспособленец. Приспособился, да, и живу себе. Типа я вот, хоть и дохлый воробушка, но я вот наверху, я главный. А все почему? Потому что вы ему позволяли себя так чувствовать. Вы делали все для того, чтобы он чувствовал себя комфортно, ни в чем не нуждался. Был весь обласканный, залюбленный, начищенный, наглаженный, накормленный. Все для него делали. Побежал, побегал на вольных хлебах. А оно ведь как и холодно, и голодно. Сейчас вот он отшельником, понимаете, никому не нужный, никому дела нет, что с ним происходит, как у него дела, здоров ли он, есть ли у него деньги, да всем наплевать на него. И вот это, знаете, прям щемит, болью щемит его душу. Как же так я дожил до такой стадии, да? Когда был с вами, был герой. Казалось, что вот я такой видный парень, да любая, вот щелкну пальцем, любая сразу же, да, какая любая, табунами будут за мной ходить девки. А где они? А ты вообще кто такой? Как тебя зовут? И где твое место? И все, девчонки, он разочарован во всем и вся. В себе, в своей жизни, в своих поступках, в своем окружении, в тех людях, которые называли себя его там братьями, родственниками, там, не знаю, любовниками, любовницами, разочарован полностью, потому что это все была мишура, не настоящая, фейковая. Все, вот, сам себе, извините, домик раздолбал. Кидался этими камнями в свою стеклянную крышу. Было смешно, было весело, а теперь назад не отмотаешь. Абсолютно. Знаете, мне на самом деле жаль этого человека. Сейчас объясню почему. С одной стороны, еще не до конца он доработал, рассчитался, да, по своим долгам за то, что он натворил. С другой стороны, действительно, жизнь его в такую позицию поставила, что, извините, не продохнуть. Ему сейчас очень плохо. Мало того, у кого-то отыграется, что внешне мужчина благополучно выглядит, либо вам сообщили, что он благополучен. На самом деле там у него внутри уже что-то подгорает.
подгнивает, и процесс уже такой достаточно серьезный. То есть он еще как-то более-менее на людях хорохорится, а там уже все уже коррозия пошла, разъедает все внутри. Может быть, мужчина болен, и болен достаточно серьезно. Но то, что он это все заслужил, и то, что он сам себе это все сделал, это 100%. Вот казалось бы, да, кто тебе мешал? Живи. Живи как человек, относись к своей женщине по-человечески. Она же для тебя все, и в огонь, и в воду. Все ради тебя готово. Что тебе не хватало? Что тебе было нужно? Что ты искал такого вот прям сверхъестественного? Ну что, нашел? Раздолбал свою жизнь. Женщину обидел. А теперь сидишь никому не нужной, совестью мучаешься. Ну, конечно, человек сам себе натворил. Тут не дать, не взять, по-другому оно как-то не работает. Знаете, мои хорошие, я вам больше скажу. Этот мужчина, он к вам еще придет. Вот кого вы загадали, он к вам обязательно придет. У него все дороги ведут к вам. Ему это нужно, во-первых, для того, чтобы покаяться, облегчить душу. Во-вторых, вы для него все-таки это, ну вот, как жизненная необходимость. Да? Жизнь без вас это ну просто адский ад. Вот. А жизнь с вами это лучше, чем в раю было на самом деле. Видите, как оказалось? Может быть, он вам другое говорил, когда был рядом. А теперь, по прошествии этого времени, понимает. Все он понимает, все оно, понимаете, как работает. Работает все-таки голова у него. Хоть она и дырявая немножко, но все равно работает. Он идет к вам. Путь его будет сложным, я сразу скажу. Очень сложный путь через прям преодоление, через горы и леса, там, не знаю, поля, моря и океаны, но он до вас дойдет. Рано или поздно все-таки все получится дойти. И причем, возможно, даже он будет просить кого-то, чтобы ему помогали. Кого-то из ваших родственников, либо из ваших общих, например, друзей. Может быть, у вас совместные дети, он будет идти через ваших детей. То есть он будет входить в вашу жизнь очень-очень аккуратно, постепенно. Знаете, как там, на порог ногу поставил, потом вторую. А потом, значит, он как бочком так чуть к двери подошел, дверку приоткрыл, там руку одну в дверь засунул. Вот так будет заходить. Как-то очень хитро, нерешительно и по времени вот продолжительно идет. Он вас боится. Он боится, что вы поумнели. Он боится, что вы ему отсечь дадите. Скажете: слушай, ты век тебя не видать, да? Иди там, где был. Зачем ты вернулся? С какой целью? Дальше мучать меня, дальше вот это все творить неподобное. Ему очень сложно будет оправдаться. Ему будет очень мешать его эго. Эго здесь раздуто просто невероятно, да, вот прям как шар, такой огромный воздушный шар. Вот такое у него эго раздутое. Он его всю свою жизнь, да, вот подбрасывал этот дрова в огонь, чтобы вот раздувать этот шар. И все, полетал, шар сдулся, начал сдуваться, вот он опять к вам. Вы, кстати, его очень пополняли энергетически. С вами он и по здоровью себя хорошо чувствовал, и силы у него были, и энергия была, и дурь в одном месте бушевала. Вот. А без вас на голоде сидит. Он такой прям в аскезе сидит. Не приносит ему удовольствия то, к чему он стремился. Он стремился к какой-то разгульной жизни, чтобы его там прям все зацеловывали, им восхищались. Там, шалил. Достаточно нашалил этот человек. А что по итогу? Сплошная боль и сплошное разочарование. Знаете, мои хорошие, это не точка. Если вы думаете, что точка, это нет, не точка совершенно, это троеточие. Человек рано или поздно все равно до вас дойдет, и вы уже, мои хорошие, будете вершить его судьбу. Если вы хотели ему отомстить, имеете полное право. Вы можете это сделать, и он примет любое ваше решение, и оспаривать его не будет. Но если вы ждете, надеетесь, что он походил, поумнел, вернется, ваше желание, оно осуществится. Не думайте, что он прям полностью себя проработал, что перед вами там возникнет новый человек. Да, он будет наполовину новый, незнакомый, но другая же половиночка останется прежней. То есть какие-то вот
Ну, хочется сравнить его с мелким жуликом. Все-таки хитрость в нем присутствует. Присутствует даже какая-то, ну, может, себелюбие какое-то завышенное. Вот что-то в нем такое есть, какая-то муть в нем присутствует. Она никуда не денется. Может быть, он ее поглубже внутрь себя спрячет, но, тем не менее, иногда она будет так вылазить, голову показывать. Мои хорошие, вы хозяйка этой ситуации, вы, ну вот даже вот если посмотреть по центру, вы стоите, и птичкой вы такой большой у меня вышли, вы будете решать. Вам без него плохо, но ему в 1000 раз хуже, чем вам. Вот поверьте, даже если вы, ну как, видите, что он благополучный, либо кто-то вам говорит, нет, на самом деле все очень и очень плохо. И с каждым новым днем становится ситуация все хуже. Это неизбежно. Вы для него как палочка-выручалочка. Простите за такое сравнение, но оно так и есть. Без вас он просто пропадает, чахнет и хереет. Поэтому он уже это делает, но еще больше будет усиливаться и стремиться к тому, чтобы вернуться в вашу жизнь, вернуться пусть не на то положение, либо на ту позицию, с которой он уходил, но тем не менее, чтобы быть рядом и купаться в той энергии, которую вы излучаете. Попытаться заслужить опять ваше расположение, чтобы вы ему опять доверяли, чтобы помогали, подсказывали, чтобы любили его и заботились о нем. Без вас он просто пропадет, и он это уже осознал. Мои хорошие, достаточно такой сложная отсыпка вышла и сложная ситуация, но тем не менее. Этот мужчина, он, можно сказать, уже у вас на пороге. Он вернется и будет проситься обратно. Это однозначно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.